Это объекты культурного наследия. На этой выставке примеры того, как в юбилейный для Татарстана год многие объекты получили вторую жизнь. Среди них здания Алафузова, ДК железнодорожников и Саид Галиева. Здесь же итоги десятилетней работы Фонда Возрождения. С осмотра экспозиции начинается Всероссийский съезд, собравший больше 400 экспертов в области сохранения объектов историко-культурного наследия. Вы специалисты, которые знаете, как сохранить наследие, вы знаете механизмы, инструменты, вы знаете технологии. Перспектива развития Российской Федерации и Республики Татарстан в этом отношении как раз вот в этом массовом достижении по сохранению наследия. От достижений к проблемам. Сегодня в республике больше 5000 объектов культурного наследия. Не все из них удается сохранить. Так, дом советского писателя Федина в Чистополе оказался под гусеницами трактора. Снес объект собственник. По его словам, статуса культурного наследия у дома не было. Как пояснили, сегодня стоит вопрос об утверждении границ территории исторического поселения в Чистополе. В Чистополе, прежде всего, цена, среда и те многие ошибки, которые, не буду говорить, мы все о них знаем, которые мы допускали раньше. Не хотелось бы, чтобы мы допустили их в центре этого замечательного, уникально сохранившегося города. Вопрос сложный, безусловно, он требует миллиардных вложений, но мы ждем, безусловно, БРИКС, который это порядка 2,2 миллиарда рублей инвестиций, плюс будет софинансирование с Республики Татарстан, поэтому Чистополь мы занимаемся практически в ежедневном режиме. Еще один пример ненадлежащего отношения собственника к объекту – здание на Клары Цеткин в Казани. Часть его стены рухнула 2 недели назад. Чудом никто не пострадал. Собственник обратился в прокуратуру и объявил о желании снести объект. Еще одна проблема, на которую обратили внимание участники съезда – это работа с документами. Не все объекты внесены в реестр. У некоторых нет охранных документов и границ. Давайте доделаем это, потому что, по сути, мы сами себя немножко ставим в неудобное положение. То есть у нас многие документы приняты, но не внесены. Я уверен, что это не так сложно. Казалось бы, в чем сложность отреставрировать охраняемые объекты? Старинную мечеть из Рыбной Слободы и церковь Камско-Устинского района Татарстан передал на восстановление в Вологодскую область. За работу взялся реставратор Александр Попов. Однако объекты пришлось вернуть в республику. Идут судебные процессы. Оказалось, памятники хранились недолжным образом и начали гнить. Чтобы такого не произошло, нужно готовить своих специалистов, говорят на конференции. Сегодня предложили создать в ХГСУ Центр по подготовке кадров. Рамиль Галиуллин, Александр Лобанов, ТНВ. Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.